Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражения, которые последние годы служат как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. Я хочу сказать, что это используется в рамках выполнения 9 пункта трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года. Я хочу подчеркнуть, что в этом заявлении говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана. С другой стороны, хочу подтвердить готовность Республики Армения к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, которые проходят через территорию Республики Армения. Мы это называем армянский перекресток, и мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Я имею в виду те связи, транспортные, экономические коммуникации, которые предназначены 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года. Спасибо. Спасибо большое. Но то, что я услышал из выступления президента Алиева, он как раз говорил о том, что создаются условия в связи с признанием границ, соответствующих подтвержденных соглашениями, соответствующими еще с 1991 года. И эти условия дают основания полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договоренности, в том числе и по транспортным коммуникациям. Мне очень приятно отметить, что и премьер-министр Армении сказал, что Армения тоже думает в этом отношении, считает, что это возможно, думает положительно. Но мы сегодня на трехсторонней встрече, мне кажется, могли бы все это и обсудить. Надеюсь, что удастся договориться о том, что лежит совершенно очевидно в сфере интересов экономического развития как для Азербайджана, так и для Армении, да и для всего региона. Ну, мне кажется, у нас будет время в трехстороннем формате все это обсудить в деталях. Пару слов. Я, конечно, не хочу открывать дискуссию, но просто поскольку прозвучало обвинение в том, что мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что таких претензий у нас нет. Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии. Что касается слова «коридор», которое я использовал, то точно так же я использовал это и применительно к коридору север-юг. Точно так же это слово используется и применительно к коридору восток-запад. Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, и я думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, наверное, не стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении. Как Владимир Владимирович также отметил, я считаю, что есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более принимая во внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана. Спасибо. Я извиняюсь, Владимир Владимирович, я должен подчеркнуть, что все те люди, которые знакомы с текстом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, они знают, что в этом заявлении есть только один случай использования слова «коридор», и в этом контексте это слово имеет особое значение, и это о Лачинском коридоре, который я
повторяю, что должен быть, согласно трехстороннему заявлению, под контролем Российской Федерации и обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией, но, к сожалению, незаконно в присутствии российских миротворцев Азербайджан заблокировал этот коридор. С другой стороны, я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе, да, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений. Еще хочу отметить очень важный вопрос в этом контексте, вопрос о прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха, и в рамках международного механизма я надеюсь, что в скором времени начнется нормальный конструктивный диалог между Баку и Степанакертом. Спасибо. Спасибо большое. Извините, конечно, но опять прозвучало в словах премьер-министра Армении обвинение. Вы, если заметили, в моих словах ни во время выступления, ни во время реплики никаких обвинений не было. Но я не могу это оставить просто без ответа. Я понимаю, что мы уводим дискуссию несколько в другую сторону, хотя думаю, что многим это интересно. Но просто прошу разрешить просто ответить и сказать, что Азербайджан никакой коридор не заблокирован. Что касается дороги Лачин-Ханкенди, то она открыта. На границе между Арменией и Азербайджаном, которую вы признаете, установлен погранично-пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами. Этот погранично-пропускной пункт находится в 20 метрах от поста российского миротворческого контингента. И на сегодняшний день через этот пограничный пропускной пункт жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении. Никаких препятствий нет, в том числе и пациенты, которых перевозят по линии Красного Креста, а также и машины скорой помощи из города Ханкенди. Любой непредвзятый человек, естественно, это должен видеть. И думаю, что не нужно пытаться использовать трибуну для необоснованных обвинений. А что касается коридора, о котором я говорил, Зангезурского, если внимательно послушать мое выступление, в нем сказано, что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора. Это наше право инициировать все, что угодно. То, что мы считаем правильным, легитимным, разумным, и то, что, кстати, поддерживается в том числе и Российской Федерацией и другими вовлеченными в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном сторонами. Очень интересно, спасибо. Владимир Владимирович, я извиняюсь, очень интересно узнать, что Россия поддерживает тот проект, о котором вы говорили. Честно говоря, я об этом впервые слышу. Я знаю, что Россия поддерживает открытие всех транспортных и экономических коммуникаций в нашем регионе. Что касается, вы сказали, Лачинская дорога. Согласно трехстороннему нашему заявлению, Лачинской дороги не существует. Существует Лачинский коридор, который, согласно трехстороннему заявлению, которое мы втроем подписали, должен быть под контролем российских миротворческих сил. То есть никто другой в этом коридоре не должен иметь никакого контроля. И то, что там творится, это прямое нарушение трехстороннего заявления. И вы сказали, что коридор открыт. Мы это не видим, мы так не считаем, поэтому считаем важным, чтобы была направлена там международная миссия и в Лачинский коридор, и в Нагорный Карабах, которая бы оценила гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. И должен сказать, что там, к сожалению,
с декабря месяца там мы имеем гуманитарный кризис, потому что поставки из-за закрытия Лачинского коридора, поставки продовольствия, продуктов, необходимых продуктов, для этого создаются барьеры, и это очень серьезная ситуация, и газ, электричество был закрыт со стороны Азербайджана, я имею в виду газ и электричество, которые ходят в Нагорный Карабах. И, Владимир Владимирович, вы об этом очень хорошо знаете, потому что мы об этом неоднократно говорили. Я извиняюсь, но получается так, что мы... Владимир Владимирович, можно буквально несколько слов? Хорошо. Я видел ваши сигналы и позволю себе отреагировать. Коллеги высказались, свою позицию сформулировали, для них это важно. Хочу сказать вот что в завершении этой части. Мне кажется, что терминология, о которой мы с вами втроем, во всяком случае, очень хорошо знаем, другим словом называется юридическая техника, коридор, дорога, прочее, прочее. Это важно, но гораздо, и здесь есть определенные противоречия, но гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали, и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, что по принципиальному вопросу территориальной целостности есть договоренности, тоже принципиального характера. И это действительно база для того, чтобы договориться по другим, все-таки вопросам второстепенного характера, хотя они тоже имеют существенное значение. Но у нас будет возможность сейчас, как мы договаривались, в трехстороннем формате обо всем спокойно, в деловом ключе поговорить и, я надеюсь, достичь каких-то договоренностей, которые выведут на путь такого конструктивного развития ситуацию не только между Арменией и Азербайджаном, но и в регионе в целом. И хочу вас заверить, что все здесь собравшиеся в этом заинтересованы. Все абсолютно. Вот Александр Григорьевич сегодня об этом говорил достаточно убедительно в закрытом формате, потому что все-таки... чего говорить, даже все бывшие республики Советского Союза, мы жили в единой семье народов. Здесь, к сожалению, у нас много противоречий, доходит и до вооруженных конфликтов. И в России то же самое происходит на известном направлении. Поэтому все это очень чувствительно, все это связано с трагедиями человеческими. Мы все заинтересованы в том, чтобы эти проблемы были разрешены. Что касается этой ситуации, повторяю еще раз, у нас будет возможность поговорить в трехстороннем формате. В этой связи я тоже благодарен президенту Армении, что он приехал, президенту Азербайджана, что он приехал, президенту Армении, на то, что он не заблокировал этот приезд, что мы все собрались для того, чтобы поговорить на эти чувствительные темы. Пожалуйста, если можно, но я попросил на этом остановиться.